Здравствуйте, дорогие слушатели! Я Аюрова Жанна, ученица 11 класса Шымкентской школы-интернат среднего общего образования, экскурсовод школьного музея. Представляю вашему вниманию визитную карточку школьного историко-краеведческого музея и зала боевой славы. Историко-краеведческий музей школы создан в 1967 году по инициативе директора 8-летней школы-интернат Пахахинова Вячеслава Константиновича. Руководителями музея были вначале учитель географии Конюшкина Тамара Николаевна и учитель истории Сороковикова Евдокия Фирсовна. В 90-х годах руководила музеем учитель бурятского языка Хамаксонова Валентина Дабаевна. Затем музей был разрушен. В 2013 году руководителем была назначена учитель русского языка и литературы Аюшеева Галина Даржиевна, и музей был заново возрожден. Сделаны новые стенды, начался сбор экспонатов о казачестве. Ежегодно на районном смотре-конкурсе музеев наш музей стал занимать призовые первые места. Зал боевой славы создан в 2017 году, когда на призовые деньги, выигранные территориально-общественным самоуправлением, закупили оборудование, мебель, мультимедиа, проектор с экраном, шкафы, стенды и витрины. Есть положение о зале боевой славы, паспорт школьного музея, рабочая программа внеурочной деятельности, акт обследования музея. Одним из направлений деятельности музея является патриотическое воспитание молодого поколения, работа с ветеранами. Проводятся акции «Бессмертный полк», уроки мужества, где дети войны рассказывают о себе, и чествование ветеранов тыла, детей войны ко Дню Победы. Наши юноармейцы, члены патриотического клуба, ежегодно участвуют в республиканском фестивале юноармейцев «Служу России». Выезжали в село Шалоты Заиграевского района, в город Улан-Удэ, где встречались с членами боевого братства, участвовали в спортивном многоборье. В 2019 году фестиваль был посвящен 80-летию победы на Халхин-Голе, проходил на площади Советов в городе Улан-Удэ. В 2019 году в школе был создан юноармейский класс. Они приняли присягу на площади перед районной администрацией. Юноармейцы активно участвуют во всех патриотических онлайн-акциях, проводимых по линии российского движения школьников, возлагают венки к обелиску павшим героям-землякам 3 декабря и 23 февраля, участвуют в спортивных соревнованиях. Одним из основных направлений музея является поисковая и исследовательская работа. Кружковцы ищут материал о боевом пути воинов-земляков. Провели исследования о героях из семьи Ляховых и Шубиных. Участвовали в сборе материала о книге по истории школы. Также опубликовали статьи в газете «Саяны», на сайте Тумка-24, в книге красноярского издательства «Память о победе». В музее насчитывается более 750 экспонатов, вместе с почетными грамотами ветеранов труда, тыла, детей войны. Учет экспонатов ведется в инвентарной книге. Много экспонатов казацкого быта, старинных фотографий, военные экспонаты. Фронтовое письмо, благодарность Сталина, солдатская каска и ложки. В 2015 году на базе школьного музея было создано территориальное общественное самоуправление «Исток». За 6 лет на выигранную сумму не только закуплено оборудование для музея, но и построена детская площадка, выделены деньги для гравирования улиц по селу. В ноябре 2019 года Брянским поисковым отрядом «Поиск» во главе с командиром Георгием Крюковым были найдены останки и личные вещи нашего погибшего воина-земляка Дырхиева Бадмы Данзановича. Солдатская ложка, медаль за отвагу, увеличительное стекло бойца стрелковой роты были переданы в музей на хранение. Вещи были доставлены из Брянской области Севского района. Об этом событии член кружка Аюшеева Намина рассказала по радио Бурят-ФМ. Написана статья в районной газете «Саяны».
Кружковцы активно участвуют в республиканском конкурсе сочинений «Дети войны рассказывают о себе. Рассказы о подвиге», проводимом республиканской газетой малолетних узников фашизма «Судьба», Советом ветеранов Республики Бурятия, были отмечены призовыми дипломами. Все эти сочинения опубликованы в книге «Бурятия на войне». Кружковцы принимают активное участие в различных научно-практических конференциях, таких как «Шаг в будущее», «Сибирская весна», «Давыдовские чтения», «Серебряная альфа» и занимают призовые места в районе и в республике. По линии РДШ к 75-летию Победы кружковцы участвовали во всех мероприятиях, таких как «Окно Победы», «Наследники Победы», «Солдатская каша», «Песни Победы», «Письма Победы», делали поздравительные открытки ветеранам. Музей посетили не только российские, но и иностранные туристы из Финляндии, Южной Кореи, депутаты Народного хурала, учителя из других школ района, библиотекари школ, представители районной администрации, редакторы журнала «Байкал-Гео», потомки репрессированных казаков, дети бывших учителей и директоров школы. Постоянно проводимые мероприятия – это День жертв политических репрессий 30 октября. Кружковцы совершают поход по Поклонному кресту, который установлен в память об атамане Шубине Андрее Ивановиче, возлагают венки. По патриотическому воспитанию проводится акция «Вахта памяти» совместно с РБНЛИ номер 1. Это поисковая работа о без вести пропавших воинов из села Шамки. Юноармейцы встречались с родственниками воина-земляка Гулькова Петра Ивановича, погибшего под Тулой. В день полного освобождения города Ленинграда от фашистской блокады 28 января ежегодно проводится акция «Блокадный хлеб». Кружковцы читают стихи, раздают блокадные 125 грамм хлеба, просматривают видеофильмы о блокаде. Ветераны, дети войны выступают с воспоминаниями. В зале боевой славы ежегодно проводятся уроки мужества к Дням воинской славы России, победе в Сталинградской битве, победе на Халхин-Голе, в Японии, снятию блокады Ленинграда, подвигу героя России Алдару Цидинджапову. Традиционными стали мероприятия День памяти неизвестного солдата 3 декабря, День защитников Отечества. В этот день проводится литературно-музыкальный вечер, конкурсы чтецов, инсценировки песни с приглашением детей войны. Также традиционным является мероприятие День пожилых людей с приглашением ветеранов труда школы, детей войны, ветеранов педагогического труда. Для них проводится концерт, чаепитие, вручаются подарки. В 2020 году к 75-летию Победы проводился всероссийский конкурс от партии «Единая Россия», проект «Историческая память», на котором наш зал боевой славы занял 2-е место в Дальневосточном федеральном округе и получил сертификат на 300 тысяч рублей. Лучшие кружковцы поощряются поездкой в музеи Иркутска, исторический, декабристов Волконских, казачество, планетарий, в этнографический комплекс под открытым небом Тальцы и в научный музей Листвянки. С 2014 года работает школа юного экскурсовода. Проводятся внеурочные занятия по музееведению в 4 классе. Экскурсоводы 11 класса заканчивают школу и уходят. Им на смену приходят другие из 5 класса. Члены территориально-общественного самоуправления «Исток», музееведы участвуют в акциях «Чистая Тумка», «Чистое село» по очищению русла реки Иркут, уборке улиц, трассы, обелиска от мусора по раздельному сбору мусора. Члены территориально-общественного самоуправления «Исток» оказывают адресную помощь одиноким ветеранам, детям войны в расколке дров, копке картошки, по очищению ограды от снега. Дорогие слушатели, спасибо за внимание.